Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 25 января 2021 года. Это понедельник. Посмотрим, какой будет день. Общая карта для всех. Это карта для овнов, для тельцов, близнецов, раков. Это львы, девы, весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбы. И результат дня. Итак, у нас выпадает карта Джокер. Это общая карта для всех. И значит, день будет совсем не похож на обычный понедельник. Скорее всего, что-то новое придется начинать. Или это может быть новые встречи какие-то. Или это может быть новая работа, новый проект, над которым вы еще никогда не работали. В общем, сегодня вы показываете себя с новой стороны. И люди, которые встречаются, они тоже как-то не похожи на себя, отличаются от себя прежних, да, что-то мы сегодня делаем по-другому. Кроме того, по этой карте может быть, знаете, слишком много свободы, да, хочется как-то освободиться от каких-то обязанностей, хочется куда-то поехать, хочется отдыхать, а не работать, да, вот такое настроение. Может быть какой-то выигрыш, может быть какой-то счастливый случай приходит неожиданно. Совершенно не ждем, да, вот что-то такое удивляет нас. Овны, у вас король пиковый выпадает. Это значит, что у вас день, когда вы будете экспертом в каком-то важном деле, к вам могут прийти за советом. А также это карта завершения какого-то важного дела, получения долгожданного результата. Или, может быть, знаете, сегодня такое ощущение, что вы очень довольны жизнью, довольны собой. Вы чувствуете вот в профессиональном плане себя хорошо. В общем, такое ощущение какой-то внутренней мудрости, да, ощущение какого-то, может быть, мира внутри себя, да, такое очень спокойное состояние. А также, может быть, человек какой-то в жизни появляется, который может вот так благотворно на вас повлиять, что вы рядом с ним как-то успокоитесь, решите какие-то важные вопросы, задачи. Также это человек более старший, более мудрый и, может быть, более высокого положения, который вот влияет на то, что происходит в вашей жизни. Тельцы, у вас семерка бубновая. Это значит, что у вас сегодня очень много каких-то новостей, разговоров, переговоров, звонков, постоянно новая информация, постоянно общение. Вы можете даже от этого устать, да, потому что здесь вот слишком много. Возможно, день пойдет не так, как вы рассчитывали. Это хорошая карта для переговоров. Тоже может все пойти совсем не так, как вы предполагали. Для свидания, для дружбы, для вот знакомства тоже очень хороший день. Для того, чтобы осуществлять какие-то коммерческие сделки, куплю-продажу, да, тоже очень удачно и выгодно все пройдет. Следующая карта для близнецов, семерка трифовая. У вас, уважаемые близнецы, сегодня день, когда нужно будет обязательно в мелочи вникать, да, то есть легко допустить ошибку, если торопимся, спешим, или много работы, допустим, пытаемся все успеть и что-то упускаем. А также вот есть люди сегодня, которые вот могут, ну, или лениться, да, вот не выполнять свои обязанности, или вот с пренебрежением относиться. И у вас могут быть проблемы из-за тех людей, которые с вами рядом. А также это карта вообще сложного какого-то времени, когда большое напряжение, когда вот сразу много наваливается, да, и вот нужно все решать. Нельзя отложить, нельзя передать другому, да, вот какую-то обязанность свою. Также это карта, в общем, знаете, большого труда, который нужно организовать. А сегодня можно что-то потерять, может быть, мелочь какую-то, да, очень важную. Вот старайтесь быть такими осмотрительными, да, запоминайте, куда вы кладете какие-то важные мелочи, потому что вот может быть такая помеха в делах, если потеряете. Следующая карта для раков. У вас дамы червовые выпадают, уважаемые раки. У вас какие-то перемены в доме, в семье, в отношениях. Вы можете
о чем-то договориться, вы можете узнать какие-то новости о членах своей семьи, может быть, кто-то приехать, может уехать, да, то есть вот какие-то такие перемены в доме, которые вас лично касаются. Но это положительные перемены. Очень часто эта карта говорит о том, что вообще просто в доме не обязательно вот люди добавляются, может быть, что-то в дом вы приобретаете, какую-то вещь, может быть, какой-то вот вопрос с недвижимостью решаете, да, вот это очень важно. Сегодня очень важный день, но это все на улучшение идет. Следующая карта для львов. У вас восьмерка трифовая. У вас, уважаемые львы, сегодня какие-то масштабные цели, планы, задачи. Скорее всего, вы можете встречаться с какими-то людьми, которые чем-то руководят, чем-то управляют, или можете, знаете, сталкиваться с какими-то ситуациями, которые очень трудно решить в одиночку. И может быть еще такое настроение у вас, что вы все как-то преувеличиваете, да, всему придаете слишком большое значение. Вот, может быть, не стоит слишком переживать по поводу каких-то вещей. Если что-то не получается сегодня, это просто временно, да, не переживайте. Следующая карта для Девы. У вас туз трифовый выпадает. Очень хороший день для того, чтобы заключать договор. Особенно если вот кто-то на новую работу выходит, или учиться начинает, или в какие-то новые отношения вступает, знакомится. Очень хороший день как раз для того, чтобы начинать что-то новое. Это обычно надолго, это благотворно. А также эта карта хорошая для любых сделок, для любых предложений и подарков. Сегодня, допустим, хорошо спросить близкого человека о том, что давно хотели. Да, сегодня как-то он легко отреагирует, и, скорее всего, вы услышите то, что именно хотите услышать. Следующая карта для весов. У вас валет трифовый выпадает. У вас, уважаемые весы, очень такой динамичный день. Вы будете стараться все успеть, вы будете постоянно в делах, в заботе, скорее всего, действовать по списку. В общем, вы сегодня будете такой на скорости, скажем так, жить. А также карта может говорить о том, что вы сегодня можете как-то быть неосторожными, да, вот будьте осторожны, потому что из-за спешки, да, из-за невнимательности могут быть какие-то неприятности, да, вот, и в спорах, да, это может выражаться, в ссорах, это может выражаться, допустим, в том, что вы можете что-то уронить, разбить или еще что-то в этом роде. А следующая карта для скорпионов. Семерка червовая выпадает. У вас идет какая-то прибыль, рост. Это может касаться денег, это может касаться даже просто вот вашего здоровья, да, улучшения здоровья, выздоровления. Или в семье у вас тоже что-то налаживается, улучшается. Также эта карта, знаете, когда есть какой-то человек в вашем окружении, через которого вы можете действовать, вы можете решить какой-то очень-очень важный вопрос. Очень даже, может быть, это связано с недвижимостью или со здоровьем, какой-то очень важный вопрос. Следующая карта для стрельцов. Туз пиковый выпадает. У вас, уважаемые стрельцы, сегодня день очень эмоциональный, и очень важно пытаться контролировать, может быть, первые вот эти вот эмоции, которые возникают на каких-то людей, ну, как реакция на каких-то людей, на какие-то события, потому что вы сегодня можете и отношения испортить, вы можете как-то неправильно, в общем, отреагировать, испортить, может быть, первое впечатление о себе и так далее. Поэтому вот сегодня очень эмоциональный день, и он будет как раз вот именно в этом плане трудный, а во всем остальном, наоборот, удача, все получается, все идет в руки. Знаете, вот если сегодня сохранять оптимизм, быть вот как-то на волне, да, то наоборот сегодня все идет в руки. Если же, допустим, пытаться противиться вот энергии жизни, да, там конфликтовать, напрягаться как-то, то тогда вот такое эмоциональное напряжение. Также сегодня может помочь какая-то женщина, которая вот такая напористая, да, она
обладает какими-то связями, возможностями. Вот обращайтесь, если надо. А следующая карта для козерогов, девятка бубновая. У вас, уважаемые козероги, что-то очень важное происходит в жизни. Вы можете сегодня принимать очень важные решения. Одно оставляете, другое начинаете. Можете думать о переезде, или даже кто-то уже может переезжать, о переходе на новую работу. И даже вот по поводу отношений здесь могут быть какие-то ситуации сложные. Если вы долгое время шли к тому, что хотите расстаться, допустим, да, то именно сегодня может такой критический день быть. Вот и эта карта тоже об этом говорит, что все так неожиданно может как-то повернуться. Поэтому, если вы не хотите в отношениях расставания, будьте сегодня очень осторожны. Лучше переключитесь на что-то новое в делах, в деньгах и так далее, чтобы сохранить отношения. Следующая карта для водолеев, восьмерка червовая. У вас день очень, знаете, такой творческий и, скорее всего, тоже связан с чувствами, с романтикой, с любовью, с эмоциями. Также сегодня может прийти какая-то очень хорошая мысль, благодаря которой вы можете больше зарабатывать или как-то проявлять свои способности лучше. Хорошее время для того, чтобы что-то важное понять, осознать, какую-то можете давнюю тайну сегодня узнать, да, вот то, что от вас давно скрывалось. Хорошее время для творчества, для каких-то творческих идей, решений и так далее. Или даже так можно сказать, что все, что сегодня делаете, уважаемые водолеи, старайтесь во все вносить вот творческую какую-то нотку, да, вот именно от себя что-то, от души. И рыбы, дама трефовая у вас, уважаемые рыбы. Сегодня будет день, когда потребуется вся ваша мудрость, потому что, скорее всего, вот если действовать под эмоциями, можно, знаете, можно или под манипуляции попасть, либо самим начать манипулировать людьми, да, то есть в своих интересах как-то. Вот, то есть нужно сегодня обязательно как бы думать, прежде чем говоришь, прежде чем делаешь и так далее. А также может быть какой-то обман, да, и, скорее всего, это обман от людей, в которых вы были уверены, поэтому смотрите внимательно сегодня, не доверяйте, может быть, излишне, да, людям, или как-то наблюдаете за другими людьми, проверяете то, что они говорят. То есть вот сказали вам что-то важное, обязательно проверьте, не, ну, как бы допускайте информацию, но не верьте на 100%. И о себе тоже нежелательно сегодня слишком уж много раскрывать. И шестерка червовая – это карта результата дня. Сегодня будет день какого-то новых энергий, какой-то новый поворот в жизни начинается, да, для всех, для нас, потому что это вот эти две карты – это общие энергии, да, они как раз как бы вплетаются в наши индивидуальные, да, и вот шестерка червовая – карта вообще будущего, карта изменений, больших изменений, какой-то поворот жизненный, да, и вот это мы все, скорее всего, ощутим в конце дня. А также это карта улучшения состояния. Вот если кому-то важно выздороветь, да, вот какие-то могут быть здесь или информация новая какая-то подходящая, или еще каким-то образом здесь ситуация меняется. Хорошая карта для того, чтобы предвидеть, да, может быть, сделать какой-то расклад на Таро или прислушаться к прогнозам астрологов, если вот у вас есть какой-то вопрос, где-то будет для вас нужная информация, какой-то важный знак, ответ на вопрос. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!